дорогие ребята, уважаемые гости нашего литературного вечера. Сегодня у нас необычная встреча. В Республике Башкортостан живут талантливые, трудолюбивые и хорошие люди, да, которые занимаются творчеством, пишут замечательные стихи, сказки и сочиняют песни. Это такие замечательные творческие личности, которые хотят показать нам культуру нашего народа, традиции, обычаи. И сегодня в гостях у нас замечательная, удивительная женщина, писательница, поэт, композитор, исполнитель собственных песен Разида Ягафаровна Мухамедсянова. Сегодня, ребята, мы хотели вас познакомить с творчеством замечательного этого поэта. Она написала, и писательница, написала для вас, вот для детей, замечательные сказки. Вот в библиотеке, первый раз, когда мы с ней встретились, она нам подарила вот эту замечательную книжку «Чудеса случаются», сборник сказок. Все вы, дети, любите сказки, да, ребята? И когда читаете разных писателей сказки, то в каждой сказке, наверное, сказки отличаются друг от друга, да, чем-то, вот своеобразием своим. Русские народные сказки, у них свой какой-то жанр, да, ребята? А вот сказки Разиды Ягафаровны, она тоже удивительные сказки, ребята. Вот сначала, когда их читаешь, вроде думаешь, обыкновенная сказка, но затем, когда уже глубже проникаешь, знакомишься с новыми героями, уже для себя что-то открываешь новое, ребята. Чудеса происходят, какие-то удивительные вещи. Вот если прочитать их сказки, и всегда сказка чему нас учат, ребята? Быть добрее, да, учат. И всегда ленивые, например, у нас есть детки ленивые? Или у нас все хорошие детки? Всегда становится потом, прочитав эту сказку, себя со стороны можно увидеть, да, и уже делаются не ленивыми, а трудолюбивыми, да, ребята? Вот есть такая сказка, первая сказка, которая здесь начинается, она называется «Ленивый юноша». Вот если прочитаете, то посмеетесь и, может быть, посмотрите себя со стороны. Я так делаю или нет? Ну вот очень замечательные сказки, замечательные стихотворения, которые вот я вот сегодня вот этот литературный сборник, международный литературный художественный альманах, вот выпускается издательством, у нас вот Содружество, да, международный литературный альманах, да. Вот и здесь собраны тоже замечательные стихи и сказки. И вот самый первый нет. Вот здесь вот стихотворение, я вот сразу просто, когда принесли, почитала, и мне оно очень понравилось. Вот послушайте. Фантазиям предела нет. Я все еще ребенок. И до сих пор шальной, наивный же ребенок. Бегу по полю, вольный я, нельзя остановить. Попробуйте, кому по силу мечту освободить. Никто не смеет запретить писать, искать себя. Ищу чудес, люблю творить и открывать в себе себя. Вот каждый из вас, наверное, в душе все-таки мечтатель. Да? Вы мечтаете о чем-нибудь, ребята? Мечтаете, у вас есть свои мечты, да? В школе как вы учитесь? Хорошо? Стараетесь осваивать знания? Любите литературу? Нет. Откровенно, да? Очень. А какие предметы вас больше интересуют, больше нравятся? Геометрия, алгебра нравится. То есть такие точные науки, да? Ну, значит, не больно. Вот кто литературу любит, тот немножечко любит мечтать, да? О чем-то вот воображать, что-то себе представлять, да? Развивать фантазию, творчество, да? Вот и читаешь, когда сказки и стихи, у Разиды Ягафаровны тоже, вот я прочитала, вот вроде бы сказка такая простая, да, вот про ягодки. Вы уже все летом дети любят собирать что? Мама, папа заставляет нас собирать ягоды, да, ребят? Ну не заставляет, конечно, вы ездите, да,
Вот есть такая замечательная сказка. Я ее прочитала, вот тоже вспомнила свое детство. «Ягодный мир». Вот жарко, да, неохота нам больно наклоняться, да, лишний раз там ползать или собираться, и это мухи там, комарики всякие, вот всего полно, да. И вот тоже здесь рассказывается о девочке, которая, пришла собирать ягодки. И ягодки сначала убегали от нее. Да, прятались. Она пыталась их собрать, но не получалось. Но в конце концов потом все-таки у нее получилось собрать, видите, большую лукошку. И здесь такой вот оборот получился у сказки, что ягодки ожили, и вот и все травки стали живыми, и вот помогли девочке. Вот смотрите, ягодные девочки и мальчики оделись в национальную татарскую одежду. На голове у девочек был вышитый бисером колфан, на ногах яркие сапожки, разрисованные на белом фоне, а у мальчиков на голове тюбетейки, на ногах сапоги. Мальчики играли на гармошке, а девочки плясали и показали этой девочке большой концерт. Вот ягодки словно заждали услышать именно эти слова, когда девочка обиделась на них, да, вот перед тем, как они все прятались, убегали все от нее. Она сказала: «Вы что, удивились на меня?» — спросила девочка с грустью. И вот ягодки ожили. Принимая облик вьющегося цветка, потянулись к небу. Хвостики ягод были внутри, как тычинки, а кончики смотрели наружу. Зеленая середина цветка выглядела великолепно. Появились разные узоры, вроде сердца, звездочки, и создавался удивительный сюжет татарского орнамента. Ну вот можно даже посмотреть, вот, если это все представить, вообразить себе, да, красивый орнамент, цветы. Это действительно у татарского народа, да, вот если взять их национальную одежду, то очень много, видите, разных цветов. Они что-то, каждый цветочек, что-то, лепесточек какой-то, узор какой-то, что-то изображает, да. И вот здесь тоже можно, как бы, к году культурного наследия эту сказку можно тоже применить, да, рассказать. Очень много замечательных сказок, ну и давайте. Я, наверное, только пару предложений скажу. Вы знаете, ребята, вот мы вместе с вами знакомимся, познаем творчество этой замечательной татарской писательницы Резбе Гафаровны. И вот она первую книгу, которую нам оставила, подарила вот эту книгу. И мы до этого, у нас не было ее произведений, ее книг. В этих книгах, да, вот читая вот ее произведения здесь, да, мы, ребята, вот познаем вместе с главными героинями, что-то узнаем, что-то такое интересное, оказывается, в этом раскрывается. Какая-то в каждом произведении, какая-то изюминка, какой-то секретик вместе с главными героями раскрываем. И вот в одной вот этой сказке, которая называется «Девочка с фантазией», очень интересная такая сказочка. Вот эта девочка с фантазией, она очень любила читать книги о птицах, о зверях, о животных. И вот она однажды лежа стала читать книги про сов. Оказывается, совы, они вообще интересные птицы. И вот она потихоньку начала узнавать. Сначала, оказывается, совы приносили как будто бы несчастье в каких-то народах древних. А в Англии уже они, оказывается, мудрая сова, мудрая, интересная сова. Вы, наверное, все помните, у нас проводится в телевидении «Что, где, когда». И там самым мудрым игрокам вручается хрустальная сова. Смотрели такую передачу? Вот хрустальная сова. И вот эта девочка начинает читать и потом засыпает. Засыпает, и в то же время она очень хотела увидеть белую полярную сову. И вот как будто бы ее кто-то тащит, да, и в какой-то яме она оказывается. В какой-то яме оказывается, совы, они не вьют гнезда, они откладывают яйца в ямах, где пух, где ветошь, и вот она в этой яме оказывается. И вот вместе с этой девочкой мы узнаем, как они охотятся, как они насиживают своих птенцов, как они живут, размах крыльев. Вот потихонечку девочка все это познает.
и она как бы во сне. А потом оказывается, что это ей мама читает эту ее сказку. Она просыпается, мудрые слова, прочитай, дальше, пожалуйста, продолжи. А оказывается, когда она просыпается, ей мама читает это. А потом, когда мама говорит ей, вот, что все, уже спать, она спокойно засыпает, она уже уснула. И вот, ребята, в каждое буквально произведение, которое вы возьмете, будете читать, что-то узнаете. Вот, допустим, девочка, которая была ленивой, которая не хотела что-то делать, родители говорят, надо, говорит, перед школой ее, говорит, научить, говорит, что надо за собой, чтобы убиралась, чтобы давай отправим ее к бабушке. И она действительно отправляется в деревню, там знакомится с хозяйством. И бабушка была очень мудрым человеком, который помогла этой девочке стать опрятной, аккуратной девочкой. Вот в любом произведении вы найдете для себя очень интересно, раскроете секретик какой-то маленький, изюминку любого произведения вот здесь будет. И я вам предлагаю, ребята, обязательно взять и познакомиться с ее произведениями. Ну, мы сегодня еще немножко добавлю. Мы сегодня вот увидели, видите, на столе сколько у нас замечательных, интересных книжек. И оказывается, Резда и Гафарова печатается еще в такой вот, есть, оказывается, у нас такая татарская детская журнал, такой детский журнал, да, ребята? И вот в этом детском журнале тоже есть на татарском языке сказки, напечатанные, да, нашей гости. Кто-нибудь выписывает на татарском детскую такой журнал «Алюки»? Никто не выписывает дома? И вот есть такая рубрика «Читай, мама», да? Вот, и они да, я буду слушать. И вот есть, да, замечательная такая сказка. Вот видите, сколько сборников тоже. И здесь вот тоже написаны замечательные сказки, которые мы можем почитать. Вот есть еще такая книжечка. Гель Коза, да? Вот тоже на татарском языке. Здесь тоже сказки. Нет, стихи. Здесь стихи для да. детей. Здесь стихи на татарском языке. Ну и давайте сейчас мы предоставим слово нашей гости. Здравствуйте, дети. Как живете? Пятерки у кого есть? Да. У кого двойки? Поднимите. У кого двойки есть? Есть, да? Ну, без двоек не бывает. Вы у меня тоже бывали. Ну, все обо мне рассказали, тут мне нечего рассказывать уже. Ну, нам интересно, когда в детстве, как вы начали, да, вы когда? Я была смышленная, Да. очень такая неординарная, как бы я хотела бы сказать. Когда еще маленькая, я с 5 лет пела, потому что и мама рассказывала, и сама как-то мутно помню, что я стояла на табуретке, и я пела, и сочиняла действительно, в самом деле, свои песни, и забывала. И я любила в лесу ходить, я частенько выходила за огородом, у нас лес березовый, там я пела, и птичек слушала, даже, вот почему я вот такие сказки пишу, мне такое впечатление, что это с детства она осталась у меня, такая вот, и она накопилась, и вдруг она взорвалась, и я захотела вот это все вот это написать. Потому что даже я муравьи как живут, мне интересно были с муравьями заглядывать в муравьиный этот. Вот у меня есть сказка про муравьев, когда-нибудь вы, может, вот, там вообще интересно. Мне самой интересно, я читаю, я захлебываюсь, читаю, и мне самой интересно, неужели это я сочинила? Я в самом деле, как будто я там была сама, лично спустилась к ним туда, прямо вниз, у них прямо там, и оказывается, они как действительно, как вот мы живут, у них многоэтажное все там тоже, и дети отдельно, у них спальня отдельная, у них все откладывается, еда отдельно, все отдельно. Вот настолько интересные вот эти вот сюжеты я пишу, такие вот сказки. И познавательные. Почему я познавательные решила? Потому что биология, вот это все вот эти предметы, они частично дают, как живут, как там что-то еще, да. А тут вот да, тут натуральная жизнь, там уже она связывается, и биология, и физика, там, и все остальное там. И, я выросла в Кегинском районе, село Арсаново. Все детство там провела. Наше село очень красивое, большое, было до этого времени.
Сейчас у нас очень много умирает, у нас очень свои, как бабушки, дедушки уже уходят. Стареет деревня, да. Очень любила работать. Я постоянно, как себя знаю, я очень любила, ухаживать, присматривать за гусятами маленькими. Они желтые такие бегают. У меня вот тут, а кто татарин? Тут есть кто? Татар, башкорт есть? Эх, я не смогу прочесть. Они же башкирский изучают, они все равно будут понимать. Да, слушают. Да, башкирские государственные же ребята изучают. Гусята А татарский с башкирским они очень схожи, рядом. Поэтому все нормально. Такие поймете. интересные. Вы в руках держали кто-нибудь? Гусят, видели? Гусят, Да, держали? видели, конечно. Они такие мягкие, такие красивые, желтенькие. А я вот сравниваю их с цветами. Они вот на поляне ходят, да, они вот поляна вот эти покрывается желтыми цветками. Вот я сейчас прочту, если найду прямо. Маркулина, пусть идет. Ребята, это вот книги ее. Она у нас только одна книга, она уже 8 книг у нее есть, оказывается. Представляете? 8 книг, сказок и стихотворений. Ее стихи поют артисты разного ранга. Музыку убери. Это давно было. Вы еще хорошо поете. Ну, мы сейчас будем к этому перейдем. Давайте. Я очень подвижный человек, я думаю, редко сижу. Дома, если даже дома я сижу, я выращиваю такие оригинальные овощи, фрукты, всякие зелень. Вот мелатрию. Кто-нибудь услышал такой овощ? Есть такая мелатрия, она очень маленькая, не то арбузик на вкус, не то дыня, не то перчик там сначала, вот такие вот экзотические, мамардика, может быть, вы зайти в интернет посмотреть, вот такие я выращиваю. И у меня есть такие вигна, которые ростом меня. Она такая длинная-длинная растет. Очень много всяких овощей выращиваю и пишу. И вот ознакомливаю вас, потому что это вот овощ, которая мелатрия, это с Африки пришло к нам. А до этого, когда я писала это, про эту овощ, у нас еще им не было, я выписывала через интернет, а сейчас они появились, много людей уже сажают, и многим нравится. Он полезный, да, или как-то? Она полезная, там даже в сказке, вот если захотите, прочитайте, она полезная. В общем, все овощи, все фрукты. Я стараюсь именно полезные, слишком сильно полезные выращивать. Про куян, про зайца я прочту. Они знают. А сейчас я вот прочту, кто-нибудь переведет, да кто сможет перевести? На татар. Слушайте внимательно. Ну, может быть, какое-то слово, да. Ну, да, хоть одно слово. Ну, все-таки, вот сколько здесь татар? Я понимаю. Они понимают, все они понимают. Они все татары? Нет. Я трех национальностей. Кына куян күренмәс булган, агачның тунын кимереп куйган, әтием кыза капканды куям, эләксә үзен жәлләми куам, сарыкай булган, җәй җиткән икән. Әтием тирги кишергә тигән, усал зур капкан, аягын кыскан, елаган төнлә котлар очкан. Әтием жәлләп кертте бит өйгә, куян дерелде, күзе нәкъ тимә, матур ди әти, әни ди йомшак, колагын юа, мәшәгә охшап. Аерма шунда, колагы озын, бигрәк лә кызык. Это Про чё? про белого пушистого зайчика. Да. И что этот зайчик сделал? Попался на капкан. А почему попался в капкан? Ағаш кемірген. Ее там не должно было быть, да? Да? Ағаш кемірген, потом попал. Капкан для лисы, может?
Для кого? Нет. Уже, наверное. Да. Чуть понимаю. Ну ладно. В общем, я вот почему на русском начала писать, потому что у нас дети на русском читают, на татарском уже мало читают. И я вот каждый раз приезжаю в разных библиотеках, бываю, с разными детьми встречаюсь, и я именно вот такие вопросы задаю. Вы умеете переводить на свой язык хоть одно, два слова? Поэтому как бы вот у нас же борется, что национальный, вот я с башкирскими детьми тоже учениками разговариваю, на башкирском языке, я очень хорошо разговариваю на башкирском языке, им тоже такие же вопросы задают. Вот все-таки надо знать свой язык. Еще одну прочту. Как казал матур нәрсе, уеншак мекенеле. Әниете ул борыш, сен аңарға бәрелмә. Әнием шығып кеткәш, қиюлығымны жеккәш, алдым көзні қыздырғаш, шкафқа бойым жеткәш. Ұзақ етіп ойнадым, аңа қарап тоймадым, төзме татып қарадым, шунсыз көңел болмады. Тиздән күзләр қызарды, еламыймын да, көлмим, әшесі эштә бетмей, янгыны тоқтай белмей, яттым түшәктә ширләп, дару бирделәр бер буш. Хәзер беләм, ул кырыс, исеме шуңа борыш. О чем речь идет? Красный Перец острый. перец острый, красивый там. Вот красивая девочка его Попробовала. Мама не разрешала, да? Да, и решила попробовать. Наверное, Ну, вероятно. это бывает, да. Давайте покажем на... На русском же у вас есть, да, библиотеки? Да, вот чудеса Да. случаются, это на русском языке. Единственная книга у Да, нас. эту книгу я еще, это сигнальный экземпляр, я эту книгу не получилось перевести. В следующий раз я им отправлю или привезу как-нибудь, может, мимо проходить будем, куда-то еще позаду. Тем не менее, ребята, вы теперь знаете, что у нас побывала Резда Ягофаровна, поэт, писатель, композитор, и оставила нам свои книги. Можете к нам в библиотеку теперь приходить и читать. А вы сейчас где живете? Деревня Шамонина, Уфимский район, город Уфа. Вы Издалека так, приехала. основном для детей пишете, да? Или для... Нет, для взрослых. Вот у меня вот Взрослых тоже тут вот это. экземпляры остались сигнальные. Здесь все песни. И в Вот этой и песни, книге уже все вот с нотами. Известные композиторы пишут, самодеятельные, сама пишу. В этой, вот этой книге сколько есть стихов, все уже с музыкой. Ну вот давайте сейчас послушаем песни. Да? Так. Это какой год? Этой песни очень много. Ну вот задушевные, да, мелодии такие задушевные, теплые. Это про Майер, Киевский район. Это вот Ильнар Миранов поет. Сейчас он в консерватории закончил. Он на итальянском поет, на русском поет, на всех языках. Заходите. Вот артисты поют, много артистов поют, и самодеятельные, и профессиональные артисты поют. Хороший улыб, все на
Рафаэль Сафинның Кадар. Может, когда-то уже слышали, вот вы сейчас слушаете музыку, может, где-то уже где-то она звучала, потому что Резеда Гяфаровна песни звучат и на радио, ребята, и по телевидению, может, где-то вы слышали, да, уже. Şoyan gözlerinde oynadı yüreğime güllemeler halı zenger gözlerinde muhabbet. Хочу сказать, очень много ансамблей поют. В Челябинской области поют, в Уфе поют, Сабир Джамал, Амаль ансамбль. Это Тигинский район. Владислав Шарифулев.
2 песни написал, 2 песни. Сам спел. Это когда молодой был. Да. Вы, наверное, все знаете, да? Только тогда начал. Его-то узнали, да? У нас ставили, Сама композитор это Вера Шарипова. Поэт, писательница тоже. Картины пишет еще. Ну, попробуем. А почему я показываю? Потому что, чтобы хотя бы знали, какие песни. Где услышат эту мелодию или клипы где-то телевизор, вы уже будете знать. Ага, мы были на встрече, кто композитор, автор стихов и музыки. Мне все привет. Что так, да? Senin güllerine şal şeşkide nişifse içe sevlere Kügelekten ruhlu bizeklere Şuma kışlı dertle Şuma kışlı Şuma kışlı dertle Сколько осталось? Мало, много? Мало. Чуть-чуть осталось тебе целенько. Вот так, только отношаясь только. Просто хотела ознакомить, потому что в некоторых местах приходишь, кто такая, мы тебя не знаем. Поэтому вот сейчас вас ознакомливаю. Очень много песен у вас оказывается. Да. Честно говоря, красиво. Здесь только артисты какие поют, а песен здесь еще много. Подхватили ансамбли, сейчас ансамбль очень много. Должен быть красный масло. Yang
Gözlerimde yırtığımda Gözüm yarlığına Göz gitkis bolluklarına Yuklamaydılarına Oylan gözlerim olmam Düşenekten Özeyim denizge Dostlarımı alır, sihri gizlep alır Tevkat mühabbette yanırha Nurlanır yedinde hindirden birine Yıl güldemeden bağırha Yaşarın yürüp durmuştan değilip Huzurday bulup da yürürün Mühabbet gizlere verir Mühabbet şişme esereli Это ансамбль Амаль, который я руководил. Hayırdır, şimdi sabah yolu ama. А? Ufalar, sabah. Уфалах, Уфале. Это 140-летие Мажита Гафури. Она у нас раньше была. Конкурс был. Там выступали. Да, молодая девочка, которая в Садке живет в Челябинской области. Сейчас она певица уже. Это молодая была, когда пела. Вы не думайте, что у меня такие песни. У меня и быстрее есть. Которые девочки любят. Сафик Джамал ансамбль, да, я везде. Вы сами предлагаете им песни или как? Или они сами находят вас, заказывают? Я сама вот в ансамбле пою, они сами там, да, поют. На русском языке 2 песни всего у меня. Салават? Женькица. На меня похожа? Уфа, Женькин, Селиковка. Да? Некоторые вас знают. Нет? Даже не похоже, да? Селиковка, наверное, да? Селиканскую где вы? Так, ребята, вы сегодня... Это вы где пели? Ага.
Последний выйдет. Орджоникидзе, район. Черниковка. Черниковка, да. Косметация, да. Сразу. Так, ребята, вот перед вами сегодня раскрылся талант. Мы познакомились с Резидой Ягафаровной, с ее книгами, как автор книг, как писатель, как поэт. Но она еще доказала то, что показала нам, раскрылась как композитор, как это самое, прям такие песни. Вот я хочу задать вам вопрос, откуда, в какое время вы пишете эти, когда вам удобно писать, кто вам помогает, или вдохновение, или удивление, или вот мир такой, вот вы видите, и вот откуда вот такие вот стихи и песни ваши получаются? Как это у вас так, вот этот ваш талант? Я вот куда-то что-то, вот если вот посмотрю на кого-то, кто понравится, или что-то, какое-то движение, да, или вот если на природу выходишь, да, что увидишь, вот как будто вот, ну я же фантазерка вообще-то, вот фантазии пишу, так, все для меня интересно, и вот у меня сразу вспыхивает. У меня даже вот беру стихи, да, я могу вот на любое стихотворение, хоть какой вот грустный, хоть какой вот открою, и сразу музыка появляется. Вот я не знаю почему, откуда, но раньше я писала, да, 3 часа ночи просыпалась, потому что я молодая, когда была, работала массажисткой, очень трудный, кропотливый труд, и детей вырастить надо. Я не успевала писать. У меня вот так, они приходили мысли и улетучивались. А песни приходят у меня сразу со стихами или с музыкой сразу, да. И вот в 3 часа ночи просыпалась, писала. И, конечно, некоторые утром встаю и не могу читать, что я там написала, потому что с просонья бывало всякое. Вот. А у вас музыкальное образование? Нет, и не филолог, я и не музыкального образования, и филологического образования нету. Ну что, Божий дар. Да, и пою-то я как могу, как хочу. А это песни вот так бесплатно даете, да? Все, а то уже обычно говорят, что песни вы сейчас вот... Нет, я не продаю и не продавала никогда, я просто отдавала. У меня песни поет, и по радио поет, и по телевидению. С детьми интересно, может, детям не интересно со мной, нет? Интересно, интересно. Вот, с собой знакомлю и сама вдохновляюсь, и вдохновение приходит, и я прямо по пути, вот сейчас как выйду, сяду и напишу. Вот. Пока ехала, тоже вот очень грустно стало, и про солдат вот сочинила «Душа». Поет. Не то, что поет, плачет душа, про солдат, который сейчас поют. Вот. Ну, удивительный, конечно, мир, музыкальный мир, да, мы сегодня окунулись с вами, ребята, в удивительный мир, послушали много именитых артистов, да, исполняют песни, и сегодня бы хотелось, конечно, послушать песню про Юллар, который Ильнар Мирамов пел. Вот у меня такая задушевная музыка. Вам нравится такая музыка? Да, ребята, окунемся в мир татарской культуры, немножечко вы сегодня пополните свой багаж, узнали и песни, и стихи. Kaderimde irdi tanda Eliyim jaralagana İskitkeş mantın akkana Yıkılamay tanılaganım Kaydan kile sırlı bumam Düşeme kukten Eliyimsin izgi canım Eriştem iken Eliyimsin izgi canım Eriştem iken Yolga çıksa meni yuqay Hayırlı dağlarım Zəngər көктен сибіле жырдай Бәғітлі болуларым Қайдан келе сірлі бұмым Түшәмі көктен Әнейімсін езгі жанылы Фәрештәм екен Әнейімсін езгі жанылы
Қайдан келе бұл күш ғайрат, әркімді ол болмай, жылы құяш нұрға тіргеш, жарламай, кеште болмай, қайдан келе сірлі бұл мұң, түшемі көктен, әнейім сен ескі жанылым, фәрештәм екен, әнейім сен ескі жанылым, фәрештәм екен, әнейім сен ескі жанылым, фәрештәм екен, фәрештәм екен. Да, приятно слушать. И вот, ребята, сегодня хотели вам немножечко показать отрывок из спектакля. Это спектакль поставили школьники. Сказка, ребята, вот сейчас вы посмотрите, можете почитать. Здесь это тоже про медвежонка. И вот сейчас мы с вами посмотрим спектакль, который поставили сами дети. Погромче. Еще. Не слышу. Там на сцене без микрофона, поэтому не слышно. Ароматом цветов и свежестью трав, прохладой весной деревьев. Ты встречаешь меня, ты ласкаешь меня, мир желаний заветных. Я тебе привет, ты мне эхо в ответ. Чаще весной отзовешься, бабушка, сотни лет, и песня звонко поется. Не будет 2 недели.
медведя. Ну что, ребята, вам понравилась сказка? Ну, как вы думаете, о чем эта сказка? Медведя. Да, за что его превратили в медведя? То, что он загадочный. Непослушный, наверное, да. Не слышно было почти. А, не слышно было? Ну, да, ну, Толгат Сфилович подсказывает вам, да, он был немножко, может быть, послушный, и за это превратили его в медведя. Нет, Да? мама виновата. Мама не вышла за... За Игоря. Мальчик все-таки, хоть и был медведем, но все-таки время не терял даром, да, все время ходил с чем?
в обнимку с книгой, да, читал книгу. И книга, наверное, ему помогла. Так что, ребята, мы сегодня с вами совершили увлекательное путешествие, да, в мир познавательный, я думаю, наверное, познавательный, да, в мир удивительной природы, да, мир сказки, замечательных, музыкальная у нас пауза такая была замечательная, да, мы узнали очень много каких песен, и задушевные, теплые песни, и сказки удивительные такие. И поэтому мы приглашаем вас, ребята, к нам в библиотеку, приходите, вот эта книжечка замечательная у нас останется, и читайте удивительные сказки. Погружайтесь в прекрасный мир природы, потому что вы, дети, у вас развита фантазия. Может быть, вы еще об этом не знаете, но в глубине души, может, где-то у вас, может, кто-то тоже из вас прочитает сказки, да вообще любые сказки, глядя на природу, может, кто-то начнет сочинять и писать. Да, вдохновение придет какое-то. Поэтому я думаю, что сегодня у вас пополнился багаж, да, ваших знаний, не только математических, но и литературных, да, вы будете любить читать, потому что читать, ребята, надо. Это замечательно, когда читаете, познаете что-то новое, для себя открываете. Точные науки, конечно, они нужны, но все-таки нужно любить читать литературу, потому что без чтения, без литературы никакие другие науки не существуют, можно так сказать. Книга всегда идет впереди. Спасибо. Ну, да, спасибо, Да, ребята. спасибо большое. Какие вопросы? Есть вопросы? Девочка 4 класс добыл. Она мне вопрос задает. Тетя Резида, почему у вас в сказке все женятся? У вас всегда все женятся. Почему? Я говорю, такова природа человеческая, такова жизнь. Все женятся, правильно? У вас какие вопросы? Нету? Почему нету? Значит, вас я не заинтересовала. Какой-нибудь хоть маленький вопросик. Альберт. Ну что у вас, может быть, какой-то... Думают. Ну ладно. Ну, может быть, мы когда-нибудь еще чуть-чуть, может быть, через годик, может так, еще где-то мы с вами прочитаем сказки, да, читаем стихи, может, как-то, может, сделаем, Талгат Сефилович, может, и даже какой-нибудь и театральный, у нас ведь тоже здесь есть детский театр, может быть, какую-то постановочку сделаем, и тогда уже, может, у вас возникнут какие-то, ребята, вопросы. Вы что-то захочете еще больше узнать. А сегодня просто у нас было ознакомление с творчеством, знакомство. Ну, на этом, наверное, спасибо большое, ребят. Вам понравилось? Да, так, ребят, от имени детей, от имени школы мы выражаем большую благодарность за такую интересную встречу. Нам очень понравилось, ребята, да? Вот. До этого мы, конечно, и не слышали про ваше имя. Музыку, может быть, вы и слышали, да, песни, ну, не вдавались, честно говоря, Бельмерящ, да? Вот. Желаем вам, Резида Гафаровна, больших творческих успехов, вдохновения. И главное здоровья. И главное здоровья. Да, и мира. Да, ребята? Да, Мира на земле, в мире. Здоровья, мира. Да. Да. Войны, что Давайте, ли? да, похлопаем. Да? И сейчас, может быть, это на фоне... Давайте, ребята, тогда Давайте. общую фотографию.